Матхаштубекович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Да, есть вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот ваше ходатайство о восстановлении пропущенного срока было отклонено, правильно? Потому что уважительных причин для восстановления срока не имеется. А в нашем уголовном процессуальном кодексе указаны уважительные причины. Правильно? В нашем уголовном процессуальном кодексе есть. Вопрос немножко, можно еще раз? Вообще в нашем уголовном процессуальном кодексе указаны уважительные причины для восстановления пропущенного срока. А вы не указали, да, там в вашем ходатайстве о восстановлении? Вообще какая причина была? Так скажу, да? Ну, причина была в том, что нам это постановление следственного судьи было выдано только на 4-й день, то есть 4 апреля. То есть фактически там уже сутки оставались, и мы с момента получения ознакомились с постановлением и, подготовив, значит, жалобу, мы подали жалобу и считаем, что вы считаете, что это уважительная причина, да? Да, мы посчитали, что это уважительная причина. Больше вопросов нет? Уважаемый судья, есть вопрос? Да, пожалуйста. Руслан Генершевич, у вас как бы практика адвокатская, и у меня такой вопрос более практического плана. Вы говорите 5 дней, да? Получили на 4-й день, оставался у вас 1 день. Сколько вообще вам нужно для подготовки жалобы, чтобы успеть в этот 5-дневный срок? В принципе, разумный срок для подготовки жалобы. Ну, учитывая загруженность адвокатов по другим делам и, значит, участие в других процессах, ну, хотя бы не сутки, а хотя бы, 2-3 дня, чтобы мотивированно, да, подготовить. А здесь оставались всего сутки, и могут возникнуть там и другие процессы. То есть Понятно. одни сутки это как бы нереально. Следующий вопрос, да, у меня. А вообще какова практика судов по тому, чтобы рассматривать такого рода, скажем, ваши жалобы, да? В течение какого срока рассматривают суды по выдаче таких постановлений? Вот какая практика? Ну вот именно, что практика такова, что зачастую выдают постановление не в день вынесения, а там через 2 дня, через 3, в нашем случае вообще получилось через 4 дня. А вообще в целом объем самого постановления, на ваш взгляд, большой, небольшой? Ну, объем постановления, конечно, был как бы не совсем большой, но, как я уже сказал, что загруженность адвокатов по другим делам, и, то есть сутки это, может быть, вообще даже... Ну, по вашему мнению, судья, например, мог бы в тот же день подготовить это постановление, выдать вам на руки, как юрист, например? Ну, бывает, что в тот же день выдают. Бывают есть такая случаи, практика, да, есть. Но вот, к сожалению, бывает, что задерживается, да. 2-3, и даже вот в нашем случае получилось даже 4 дня. Ну, еще один вопрос, да, чисто практического плана. Вот такого рода постановления, если вы обжалуете вышестоящие суды, всегда ли вышестоящие суды вот нарушение этого срока, как бы считают неуважительной причиной? Или вообще есть какие-то другие уважительные причины для восстановления срока? Или они как бы вот исключают вообще восстановление срока? Ну, уважительные причины, есть там, которые также, значит, указаны в УПК, но в данном случае, получается, такой случай вот и не указан. Да, пожалуйста, Скажите, пожалуйста, вот обычно адвокаты получают результативную часть постановления и сразу начинают готовить, как бы обжаловать, да, это соответствующий акт соответствующего суда.
как бы думаю, что достаточно резолютивной части для подготовки жалобы. Да? Вы считаете, что, в принципе, если бы была мотивировочная часть, полное постановление, скажем так, да, с мотивировочной частью, вы считаете, что, возможно, вы бы могли бы и не подавать с учетом мотивировочной части? Или также вы считаете, что мотивировочная часть, естественно, помогает обосновать, правильно, вашу жалобу? То есть насколько вы считаете важным мотивировочные части и почему нужно, это как бы важность мотивировочной части? Ну, Потому что я почему говорю, на практике обычно результативную часть получают, а они, в принципе, достаточно понятно, о чем идет речь, или отказной, или, в общем, соответствующие выводы соответствующего суда. Ну, при оглашении, конечно, озвучивается только эта резолютивная часть, и в ней не указывается, по каким, значит, причинам было отказано или удовлетворено. И для, значит, полноценного, значит, для полноценной, значит, написания жалобы, конечно, мотивировочная часть считаем, что нужна. В зависимости от, там, сложности дела или там это, по-разному, но чтобы четкая картина была у адвоката, чтобы написать жалобу и, значит, указать доводы суда, и, что мы не согласны с такими-то доводами суда, то, конечно же, мотивировочная часть нужна. Считаем, что для написания полноценной такой жалобы нужно Еще вопрос. получить мотивировочную часть. Ой, мотивировочную часть. Чтобы... Еще вопрос? Нет? У меня да, спрашивайте. Руслан Кенешевич, прежде всего я хотел бы вам сначала замечание сделать. Вы и вначале обратились как судебная коллегия Конституционного суда, и в процессе вашего выступления вы тоже второй раз назвали нас судебной коллегией. Каковой мы не являемся, это Конституционный суд. И это еще говорю к тому, что здесь присутствуют студенты и практиканты, чтобы у них не создалось такое впечатление, понятие. Правильно Вы, замечание. пожалуйста, готовьтесь к процессу. А вопрос у меня следующий, Руслан Кенешевич. Как вы считаете, вы в своем выступлении сказали, что можно было бы даже увеличить, да, по некоторым делам 10 суток, да, для подготовки мотивированного постановления. Вы считаете, что, допустим, 5 суток, да, это где-то несобранность судьи или загруженность, да, или все-таки, учитывая это, у вас какое мнение? Может быть, увеличить этот срок, как вы сказали, да? Как вы считаете? Ну, поскольку по другим определениям в уголовном процессе уже есть норма, где 10-дневный срок обжалуется там на постановление судьи, там, следователя, прокурора, то и в данном случае можно было тоже такой же срок установить. Считаю, что... То есть у вас есть мнение, что можно было бы увеличить, да? Да. От 5 суток до 10 суток. Да. Спасибо. Еще есть вопрос? У меня есть... Давайте тогда. У меня есть вопрос к вам. Тоже практического значения. Насколько часто следственные судьи выдают только резолютивную часть, то есть задерживают подготовку основного, полноценного так акта? Насколько часто? Какова практика вообще на сегодняшний день? Или, может быть, по каким-то видам? Здесь же речь идет о всех действиях, которые вообще совершаются в досудебном производстве, правильно?
У них один порядок обжалования, и один порядок рассмотрения, и один порядок обжалования в последующего. В вашей практике. Ну, в практике... Вы часто получаете полноценные судебные акты по результатам рассмотрения ваших обращений к следственным судьям? Ну, как я уже говорил, что бывает, что, конечно же, прям в тот же день выдается ну, судебный акт. Но чаще, конечно, больше встречается, что своевременно выдается. Но учитывая наш случай, здесь как бы получается, что все-таки были ущемлены права и своевременной подачи. Еще один вопрос. Мгм. Понятно ваш. Вы с основанием для отказа восстановления пропущенного срока суды привели то, что вы присутствовали при оглашении постановления следственного судьи. Так вот, при оглашении постановления следственного судьи основания, мотивы, почему вам отказывают, были выражены судьей или нет? Или просто провозглашено была резолютивная часть судебного акта? Да, просто результативная часть, что отказать. То и есть всё. каких-либо оснований не было заявлено, да? В смысле не было оглашено, скажем так. Или оглашено было? По Ну, каким основаниям? Вы поняли вопрос? ваш? Да, я понял. Потому что по этому основанию вам отказывают. Вам отказывают в восстановлении, потому что говорят, по мнению как суда первой инстанции, так и суда второй инстанции, что все мотивы вам были известны, основания отказа. Ну, при оглашении это не озвучивалось, но когда уже получили судебный акт, там уже... было Я ясно. сейчас как раз вам говорю, ну вы сказали, что вы по истечении 4 дней получили, правильно, да? Да. Здесь именно речь идет об оглашении. Ну, понятно ваше. Каркельда Джумалевич, есть у вас вопросы? Да, пожалуйста. Уважаемый Руслан Кенешевич, вот из вашего выступления я понимаю, что в принципе вопрос в данном случае, да, в вашем конкретном случае, не столько в сроках, сколько в вашей активности позиции. То есть вообще, как бы, да, вы сказали, что даже после того, как истекли, как бы сказать, на 4-й день вы получили копию, да, даже за полдня, это из практики ходить, вот в той же плоскости, как Чинар Схарбековна говорит, за полдня вы успели составить соответствующий документ и в срок сдать, правильно? В срок сдать. Тем не менее, суд принял не то решение, которое вы хотели. Так получается, все это вопрос таки стоит о том, чтобы, если позиция защищающей стороны, то есть ваша позиция будет активна, как Эмиль Юлович сказал, вот как другие сказали в ходе процесса, чтобы если ваша активная позиция была бы для уточнения этих вопросов, вы могли бы, конечно, в дальнейшем, даже не ожидая копии, да, вы могли подготовиться, если у вас желание есть опровергнуть, потому что уже резолютивная часть говорит ясно, что отказано в вашем ходатайстве, да. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, даже при том, что мы соблюли сроки, значит, суды приняли такое решение. То есть уповаете на практику, так называемую порочную практику. Вот когда вы ссылаетесь на практику, какие вопросы вы изучали? То есть что явилось основанием? Только лишь ваше конкретное дело, либо изучали какое-то количество дел, вот, и из этого приходите к выводу, что судебная практика сегодня порочная, что от и до все, значит, повторять ошибки из первой инстанции, то есть апелляционной инстанции. Как все-таки, на ваш взгляд, вопрос, то есть вы уповаете на погрешности правового регулирования или все же на действующую практику судебную? Ну, скорее всего, на действующую практику. Мне ясно, вопросов нет. Вопрос, да? Вот скажите, уточните, пожалуйста, вы на 4-й день получили постановление следственного судьи, правильно? И через 5 дней с момента получения этого постановления только обжаловали. Вы пропустили фактически 4 дня. Вопрос задается вот об этом. То есть вы скажите, что на самом деле как у вас произошло? 4-й день. Настал на 4-й день периода срока обжалования. Вы на 4-й день получили постановление, но через только 5 дней
вы подали, правильно? И вы считаете, что, в принципе, с момента получения мотивированного решения только тогда у вас начинается срок обжалования. То есть через 5 дней с момента получения мотивированного решения. Вы же так обосновали в своем ходатайстве? Да. Ну, вопрос-то, Каркель Джумалевич вопрос задает, что вы за полдня подготовили. Вы не за полдня, а за 5 дней. Через 5 дней только подали. Правильно? Правильно я вас Да, поняла? да, да. Ну вот надо было так и говорить. Будьте внимательны. Присаживайтесь.